Брифинг посла Российской Федерации в Абхазии Алексея Двинянина состоялся в день 11-й годовщины заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Абхазией. Дипломат напомнил, что чуть позже, 24 ноября 2014 года, был заключен второй базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами, который включает в себя 13 соглашений. Сегодня мы можем констатировать, что наработана солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества. Она насчитывает более 110 документов на сегодняшний день. Секторальные документы, связанные с договором 2014 года, подписаны в области обороны, безопасности и охраны границ Республики Абхазия, пенсионного, страхового и социального обеспечения, таможенной интеграции, развития науки, культуры, спорта, молодежных и научных контактов. Хочу отметить, что при поддержке России в Абхазии реализуются социально значимые мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния и социальной защищенности абхазских граждан. Осуществляется поэтапная индексация зарплат госбюджетников, обеспечивается плавное выравнивание уровня пенсионных выплат российским гражданам, проживающим в Республике Абхазия, до среднего показателя пенсий в Южном федеральном округе Российской Федерации. Запущен механизм, регламентирующий порядок регистрации жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, в системе обязательного медицинского страхования, а также оказания абхазскому населению помощи в лечебных учреждениях Российской Федерации. Укрепление политического диалога на высшем уровне между двумя странами – еще одна актуальная тема, подчеркнул Алексей Двинянин. По словам дипломата, за последние 5 лет состоялось более 10 встреч президентов Российской Федерации и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимба. Причем это не считая многосторонних встреч на разного рода экономических форумах, международных многосторонних форумах и так далее. Проходят регулярные заседания межправительственной комиссии на уровне правительства Российской Федерации и Кабинета министров Республики Абхазия. У нас существует отлаженный механизм внешнеполитических консультаций по линии Министерств иностранных дел двух государств. Таким образом, можно констатировать, что в политической области у нас действительно налажено отличное союзничество и стратегическое партнерство. Алексей Двинянин также прокомментировал внешнеторговый оборот Абхазии, который, по словам посла, за первое полугодие 2019 года составил более 11 миллиардов рублей. Это показатель, по словам дипломата, выше прошлогоднего на 11%. У нас успешно действует инвестиционная программа социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Приведу буквально несколько цифр для вашего сведения. На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей. Плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в Республике Абхазия. И 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии. Отрадно, что растут и собственные поступления в бюджет вашей республики, как было отмечено в ходе одной из последних пресс-конференций президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Подписаны и соглашения об оборонной безопасности, отметил посол. Несколько недель назад министр обороны Абхазии Мераб Кишмария посетил столицу Российской Федерации, где было подписано дополнительное соглашение о финансировании процесса модернизации вооруженных сил Абхазии. Конечно, вы знаете о том, что у нас успешно осуществляется процесс реализации соглашения об охране внешних границ Республики Абхазия пограничной службой ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия. Граница Республики Абхазия и Грузии по-прежнему остается хрупкой и требует пристального внимания. В этом году в Грузии прошли месяц назад учения НАТО «Проворный дух», в которых приняли участие, если я не ошибаюсь, порядка 13 государств-членов НАТО. Причем, что нас волнует, что с каждым годом в этих учениях принимает участие все большее количество стран, и они приобретают все более наступательный характер. Естественно, это не может не волновать Российскую Федерацию, и в своих контактах с грузинской стороной, я об этом скажу чуть позже, в частности, в ходе женевских дискуссий, мы привлекаем внимание всех партнеров к этой проблеме.
В завершении брифинга посол России в Абхазии Алексей Двинянин ответил на ряд вопросов от представителей СМИ, которые касались деятельности и консолидации русских общин в Абхазии, а также адаптации Алексея Двинянина в республике после его назначения на должность посла. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.